Здравствуйте, дорогие соотечественники, здравствуйте и доброе время суток, Казахстан. Я сегодня смотрю, молодцы, Мангыстау поднялось, там это за $500, им не хватает зарплаты, там стали бастовать. Правильно? Как же тут? Но я бы хотел сказать им, что примерная цена, что вы должны просить, вы должны дойти где-то до 3000 евро в месяц. Каждая семья нефтяника. И тогда вы примерно вот к европейским ценам могли бы и, как Назарбаев говорит, мы к Европе уже присоединились, вот к этим ценам могли бы приравняться. 3000 евро в месяц должен просить один казахстанский нефтяник. Теперь я где-то 5 минут назад выставил, значит, цену на балхашскую медь 3 девятки. Сталевары, Усть-Каменогорск, Балхаш, Темиртау, эти Джизгазган, эти города смерти. Люди, которые проживают, идут на работу, металлурги за бесплатно, за эти 500 или 300-400 долларов получают эту зарплату, а за месяц надо заплатить, может быть, за ипотечный кредит $1000, они всегда за минусом. Вас эти мамины, Назарбаевы, Нигматуллины держат за дураков, сами живут в хороших домах, вы живете в трущобах или в хрущевках. Поэтому мы говорим вам, медь сегодня, чтобы вы знали, мы покупаем, вот мне, например, надо какой-то кусок меди, вот примерно тонна меди стоит 3 девятки, около конечному потребителю она обходится где-то в 34-37 тысяч евро, 1 тонна. Поэтому говорить надо, выступать надо, выходить на Facebook, всем надо нам, чтобы люди знали, о чем речь идет, чтобы эти мамины, Назарбаевы, Нигматуллины не держали вас всех за дураков. Вот и все. Поэтому живи, Казахстан, процветай, Казахстан, слава Казахстану. И до скорого встречи. Будьте политически мотивированы, боритесь за свои права.